В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 203 новых случая COVID-19 в Якутии. Последние данные оперштаба региона в этом выпуске. Новый год без происшествий. Все объекты теплоснабжения и топливно-энергетического комплекса Якутии будут работать в режиме повышенной готовности. В Ниренгринском театре кукол состоялась премьера новогоднего спектакля. Радовались и дети, и взрослые. Начнем выпуск с последних данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. 203 новых случая COVID-19 выявили в регионе за сутки. В Якутске 71 заболевший, в Вилюйском районе 29, в Мирнинском районе 18 новых случаев, в Мегино-Кангаласском 14, в Ниренгринском 13 случаев, в Алданском 12. От 1 до 8 случаев зафиксировали еще в 16 районах Якутии. За сутки лаборатории республики провели 2374 исследований на COVID-19. Тушу шерстистого носорога уникальной сохранности нашли в Абыйском районе. Как рассказал доктор биологических наук Альберт Протопопов, животное найдено в августе этого года в районе реки Терехтях. По предварительной оценке носорогу 3-4 года, скорее всего, он утонул в реке. Туша отличается очень хорошей сохранностью. В числе прочего, у носорога сохранилась часть внутренностей, что в перспективе позволит подробнее изучить особенности жизнедеятельности этого вида. Носорог будет официально передан Академии наук для изучения. В Якутск его надеются доставить в январе. Тогда же находка будет презентована научной общественности. Сохранность очень хорошая. Допустим, с ранее найденными носорогами, допустим, того же Колымского или Саша, сохранность лучше. При осмотре мной было посчитано, сколько у него зубов, то есть степень генерации зубов, так скажем. Вот. И там же я извлек самый передний коренной зуб, предкоренной зуб для генетических анализов предварительно и для радиоуглеродного анализа, чтобы определить время гибели, эпоху. Высокоскоростной интернет провели в село Хатыстыр Алданского района. Строительство ВОЛ с пропускной способностью 1 гигабит в секунду началось в сентябре. Сейчас в Хатыстыре уже началось подключение к интернету. Доступ во всемирную сеть для соцобъектов предоставляет Дозор Телепорт в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Подключение частного сектора осуществляет интернет-провайдер, входящий в группу компаний «Эксперт». Все объекты теплоснабжения и топливно-энергетического комплекса Якутии будут работать в режиме повышенной готовности во время праздников. Об этом сообщил первый зампред правительства региона Алексей Колодезников. В совещании в режиме ВКС приняли участие представители органов местного самоуправления, спасательные подразделения и представители профильных министерств. В преддверии новогодних праздников вице-премьер поручил принять все необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения, транспорта, связи, а также в местах массового пребывания людей. Мы находимся в режиме повышенной готовности с 28 декабря. По информации и по докладам, которые мы сегодня заслышали, мы видим, что подготовленность на высоком уровне. Система энергетики и коммунального хозяйства подготовлена к прохождению новогодних праздников. Отметить праздник без ущерба для здоровья по силам каждому. Врачи и эпидемиологи рекомендуют воздержаться от приема гостей и посещения массовых мероприятий, а также придерживаться правильного питания и ограничить употребление алкоголя. Татьяна Вахнина с подробностями. Купить продукты, позаботиться о подарках, не забыть и о петардах. В предновогодней кутерьме забот масса. В радостно приподнятом ажиотаже все тревоги и опасения как-то отступают. Врачи напоминают, здоровая доля трезвомыслия и осторожности не вредила еще никому. Травматологи отмечают рост переломов и холодовых травм. Стоит отметить, что лица, обращающиеся у нас с отморожениями, чаще находятся в состоянии алкогольного опьянения. Ввиду с наступающими новогодними праздниками хотелось бы обратиться ко всем жителям Алданского района по возможности отказаться от злоупотребления спиртными напитками,
при работе с пиротехническими продуктами, то есть фейерверками, петардами и так далее, соблюдать все меры предосторожности и технику безопасности. Связь между длинными выходными и здоровьем населения, несомненно, есть. На каникулах традиционно наблюдается рост обращений в медицинские учреждения. Наиболее часто встречаются заболевания желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Первопричинами являются, как правило, обильная и не всегда полезная пища и бесконтрольный прием алкоголя. Зеленый змей не только провоцирует обострение хронических болезней и срывы в работе организма. Нередко возлияния становятся причинами несчастных случаев. Одна из последних трагедий имела место на днях. Поступила женщина с 4-й степенью обморожения на фоне алкоголизации, уснула на улице. В настоящее время ей предстоит ампутация верхних и нижних конечностей. Если после обильных возлияний урожай в виде травм и обострений хронических болезней пожинается сразу, то пациенты с острыми психозами массово поступают в стационар после праздников в результате синдрома отмены. Нередки также алкогольные интоксикации. Впрочем, и предновогодняя пора для наркологов никоим образом не является затишьем. Кто празднику рад, как говорится. Психозы, конечно, идут позже на фоне синдрома отмены, но, к сожалению, народ начинает заблаговременно до начала праздников. Поступает, к моему большому сожалению, в день 3-4 пациента в приемное отделение с алкоголизацией, галлюцинаторным синдромом, психозом алкогольным. Новый год – праздник семейный, и 2021 настоятельно рекомендуется встречать в лучших традициях – дома с близкими. От посещения мест с массовым скоплением народа стоит воздержаться. Также имеет смысл отказаться от походов в гости. По данным Роспотребнадзора, в Алданском районе наблюдается тенденция к снижению выявлений случаев новой коронавирусной инфекции. Новогодние каникулы обещают стать своеобразным экзаменом по эпидемиологической ситуации. Татьяна Вахнина, Алдан. Необитаемый остров, бутылка шампанского, кейсы с деньгами и даже рыба. Все эти вещи жительница Одессы Лилия Назарова может воплотить в виде сладкого десерта. А в преддверии новогодних праздников женщина приготовила торт оливье. Лилия с детства была увлечена приготовлением выпечки и десертов и даже мечтала стать профессиональным кондитером, но жизнь сложилась иначе. И лишь спустя 20 лет работы бухгалтером она превратила свое хобби в бизнес, которым занимается уже более 6 лет. Теперь у женщины более 500 заказчиков, из которых 70% постоянные клиенты. Для них Лилия создает уникальные торты с реалистичным дизайном, которые каждый раз удивляют заказчиков. В октябре этого года было 6 лет, как я испекла свой самый первый торт на заказ. До этого времени это было мое любимое хобби с самого детства. Это собственная фантазия, это очень интересно, это интригует, это восхищает именинника, клиента. То есть те эмоции, которые получаю я, и те эмоции, которые получает заказчик, это вот прям до слез. Люди кидаются обниматься со мной, у них слезы восхищения, слезы радости, умиления, большой-большой спектр эмоций. В Нюрнбергском театре кукол состоялась премьера новогоднего спектакля. Интерактивная сказка совместила представление на сцене и игры для детей. Как удалось автору и режиссеру воплотить эту идею, расскажет Ирина Кичигина. Прошедший год был очень сложным для всей сферы культуры и искусства, но коллективу театра это не помешало достойно подготовиться к новогоднему празднику. Чтобы подарить детям радость, создать новогоднюю атмосферу и укрепить веру в волшебство, был поставлен спектакль «Спецоперация. Новый год». Автором пьесы выступила актриса театра, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Кристина Никифорова. Спектакль очень динамичный, веселый, много песен, много танцев. Спектакль у нас о доброте, о дружбе, о смелости, ну и, конечно же, о том, что добро всегда побеждает зло.
Это удивительная сказка с ростовыми куклами про то, как злые силы чуть было не лишили людей их любимого праздника. Но все, как и полагается, закончилось благополучно, и добро победило. Так как в связи с ограничительными мерами провести интермедию у новогодней елки было невозможно, то все игры проходили в интерактивном режиме прямо на местах в зрительном зале. Ребята помогли Снегурочке преодолеть трудности и спасти Деда Мороза. Даже отрицательные герои поняли, что делать добро важнее и интересней, чем устраивать гадости. В этом спектакле я исполняю роль Снегурочки. Для меня это волнительно, потому что это первая роль в театре. Мой дедушка, его заколдовывает Баба Яга, и он теряет память. Я ищу у всяких нечистей его костюм, его валенки, шапку, чтобы он вернул себе память. И Новый год все-таки состоялся с настоящими подарками, с волшебством и с радостью детей. В конце спектакля на сцене появилась нарядная елка, и все персонажи вместе со зрителями дружно произнесли волшебные слова, после которых новогодняя красавица засверкала яркими огнями. Сказка пришлась по душе не только маленьким зрителям, но и взрослым, которым все-таки так не хватает веры в чудо. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, не забывайте про защитные маски и перчатки. С наступающим Новым годом!